Добрый день, меня зовут Максим Блинов, и сегодня я расскажу вам об истории не только одного дома, а об истории целого микрорайона. Этот район называется «Немецкие дома». Для Ижевска это поистине уникальный ансамбль с типичной европейской планировкой дворов, и, конечно же, он выделяется среди привычных нам советских дворов. Этот район появился здесь в 1992-93 годах. Почему немецкие дома? Возникает вопрос у многих. Дело в том, что его строили специалисты из Германии по немецким проектам и даже из материалов, привезенных сюда из Германии. Отличаются эти дома своей планировкой дворов, материалами и, конечно же, качеством. И на некоторые детали мы с вами обратим внимание. Немецкие дома называются так, потому что строили их специалисты из Германии на немецких материалах, начиная от бетонных плит, заканчивая обоями и цементом. Здесь все было привезено из Германии. Но в строительстве участвовали не только немцы, это были поляки, болгары и даже корейцы. Почему появились эти дома? Потому что в свое время компания Спецгаз-Автотранс, предшественник нынешней компании «Газпром», решила обменять газ на дома. Был заключен договор с Германией, и в то время уже объединенная Германия, ФРГ, решила поставить нам строительные материалы и вообще целые микрорайоны выстроить, причем не только в Ижевске, а во многих городах тогдашней России. И период с 92 по 93 года здесь сформировался целый ансамбль. Это 6 домов разного размера, да, но в целом они очень напоминают наши отечественные хрущевки. Когда-то вообще-то на этой территории, где я нахожусь, проходила улица, которая называлась Белинского. С другой стороны протекает речка Карлутка, именно она ограничивает эти дома от улицы Удмуртской и создает такой своего рода микроансамбль, микрорайон. Фасады домов оформлены весьма скромно, с использованием плитки желтого и синего цветов. Ну и, естественно, серая крошка, которая применяется на самих бетонных плитах, а также имитация под кирпич на балконах. Но, тем не менее, смотрится это весьма стильно и даже современно. Дворы немецких домов отличают немецкое качество и европейская педантичность. Здесь многое продумано по уму и вплоть до деталей. Прямо надо мной и вокруг меня находится такое необычное сооружение, называется пергола. Она служит для того, чтобы оформлять его с помощью растений. Правда, сейчас их здесь нет, но своего рода такой лабиринт, коридор, он придает определенную тень и атмосферу этого двора. Подо мной бетонные плиты, которые тоже, естественно, подлинные, тоже привезены были из Германии, очень качественные, и практически ни одна плита здесь не поломалась, не треснула уже за почти 30 лет. Бетонные плиты во дворах, канализационные люки с ливневками, кнопки, обои в подъездах, поребрики, бордюры, козырьки, ограждения для мусорных баков и многие другие детали. Это все было создано в тот период и до сих пор сохранилось. О чем это говорит? О том, что строили здесь качественно и на совесть.
Интересным атрибутом эпохи 90-х в немецких домах является наличие магазина. Это был один из первых магазинов самообслуживания. Находился он в этом помещении. От него здесь сохранился пандус, столбы для грузовых автомобилей, которые приезжают сюда на выгрузку, и двери, входные двери с вывеской с тех времен. Вот здесь вот он был, сейчас здесь магазин отсутствует. Разумеется, интерьеры домов, квартир и самих подъездов являются тоже весьма своеобразными, самобытными для нашей отечественной планировки. Ну, во-первых, здесь присутствуют вот деревянные двери, которые сохранились подлинные, обои в подъездах, на стенах, бетонные ступеньки, оформленные крошкой, и весьма особенная планировка квартир. Да, есть вот такие вот стеклянные вставки, вдруг если разобьется случайно, чтобы не рассыпалось мелкое стекло и было безопасно. А также есть вот такие вот выключатели, которые одноклавишные, ну то есть сразу же западают обратно. Плитки на полу и, в общем, весьма уютное оформление. Кстати, потолки чуть выше, чем стандартные хрущевки. Итак, немецкие дома являются поистине достопримечательностью для Ижевска. Это пример качественной планировки дворов, хорошего оформления домов и бережного отношения к собственному жилью. Ну и самое главное, это пример для нас, жителей города Ижевска, как можно ухаживать и как строить наши с вами дворы. Давайте учиться у европейцев и не только лучшему. И жить прекрасно в мире, в хорошем городе с качественными дворами и уютными домами. Приходите на экскурсии культурно-исторического клуба «Антей» для того, чтобы подробнее узнать об Ижевске и Удмуртии, а также следите за роликами, которые будут выходить на нашем канале. До встречи в следующих выпусках.